Добрый вечер, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире передача «Якутск сегодня». Напомню, что она выходит одновременно и на телеканале НВК Саха, и на радио Тетим Саха Раджета. За режиссерским пультом сегодня у нас Ольга Степанова и Михаил Эверстов. У микрофона ведущая передачи Любовь Сыровацкая. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Ваши звонки, вопросы мы принимаем по телефонам 32 0066 и 32 11 66. Сегодня мы поговорим о значимом событии в мире спорта, вечере профессионального бокса «Вызов Севера», который пройдет 6 декабря в Центре спортивной подготовки «Триумф». У нас сегодня в гостях заслуженный мастер спорта России и заместитель председателя Федерации бокса Республики Саха-Якутия Василий Егоров, руководитель промоутерской компании «Саха Профбокс» Николай Дьячковский и также мастер спорта России по боксу и чемпион России по профессиональному боксу Михаил Варламов, который является претендентом на титул чемпиона Азии 6 декабря на вечере профессионального бокса «Вызов Севера». Уважаемые мои гости, это событие стало традицией и собирает внимание не только любителей бокса, но и всей спортивной общественности нашей республики. Василий, расскажите о значении вечера бокса «Вызов Севера» для Якутии и какова история этого мероприятия? Добрый вечер. «Вызов Севера» — это уже не как спортивное событие, а как визитная карточка нашей республики. И наше значение — это популяризация спорта, в частности бокса, пропаганда здорового образа жизни и воспитание патриотического характера, в первую очередь для молодежи. И турнир проводится 3-й раз. Первый раз это в 2023 году. В спорткомплексе собралось 3500 человек. Это был большой аншлаг, и по всей республике, по социальным сетям, по телевидению, по радио. Это везде транслировалось, что проводится «Вызов Севера». И второй раз это было в прошлом году. Тогда у нас наш чемпион Михаил Варламов стал чемпионом игр стран Содружества, и Васильев Петр в главном бою, он стал чемпионом России. А в этом году у нас историческое событие, так как разыгрывается у нас титул чемпиона Азии и титул чемпиона России. А также будут выступать по профессиональному боксу наши чемпионы. Это чемпион игр Дыгына Алексей Уваровский и чемпион игр Манчары Кай Адамов. То есть с каждым годом, получается, уровень проведения вечера профессионального бокса растет? Да, растет. Николай, теперь вопрос к вам. Какие боксеры примут участие в этом году? Есть ли среди них новички или профессионалы прямо мирового уровня, может быть? Всем добрый вечер. С каждым годом у нас уровень боксеров повышается. С каждым годом у нас разыгрываются новые пояса, новые звания. Как сказать, в профессиональном боксе нет новичков, но в этом году мы сделали исключение. У нас будет супербой, как вы все знаете, да? Супербой наших национальных героев. Так, и перехожу на профессиональный бокс, да, профессиональный бокс, в общем, как бы возрастной бокс, зрелый бокс, так скажем. Ребята уже туда заходят опытные, кто уже связывает жизнь с боксом. Вообще, профессиональный бокс очень различается от любительского бокса, так скажем, да. И в этом году у нас планируется, как Василий Михайлович сказал, 2 пояса. Это очень престижный пояс у нас в ИБА-Азия. Приедут 2 иностранных государства в этом году. Уже подтвердили, мы уже билеты купили им. Получается, у нас летит чемпион с очень таким положительным рекордом 10-0. Чемпион Таиланда, то есть оспаривать за пояс в ИБА-Азия. И летит к нам с Исламской Республики Иран, тоже такой
духовитый боец Камалы Мухаммад Камал. Вот. То есть очень такой зрелый бокс покажет, думаю. И все надеемся и болеем за наших ребят. Наши ребята тоже вот буквально 4 года назад мы даже даже не думали, что у нас такие будут чемпионы России, чемпионы стран Содружества, да, вот Михаил у нас первый получил из якутян такой пояс вот хороший, да. Ну и первопроходцев не забудем, наших Петров и Егоров, Петр Васильев, это наши первопроходцы в профессиональном боксе. А вот вы сказали, что на выставочном бое будут биться у нас чемпионы игр Манчары и игр Дыгына, да, это Алексей Уваровский и Кай Адамов. Они будут драться по правилам профессионального бокса? Есть ли у них такие навыки? Мы это согласовывали в Федерации бокса России с департаментом профессионального бокса. Да, есть понятие полупрофессиональный бокс. Это, то есть, раунды и поминутно там чуть, как сказать? Поменьше, да? Да, чуть поменьше, но все равно это уже правило бокса. То есть определяется победитель, судьи у нас будут все приезжие, то есть местных судей у нас не будет. И уже попадают, ребята уже, у них будут лицензии боксерские, профессиональные, то есть уже это будет все серьезно. А вот на прошлой неделе буквально была пресс-конференция главы города Евгения Николаевича Григорьева в Сахамеде. Там же был еще битва взглядов вот этих ребят. И весовая категория у них одинаковые, да? Один поменьше, другой повыше. Да, весовые категории чуть-чуть разные, но уровень подготовки тоже такой более, это очень влияет тоже. Вес и рост у Адамова чуть больше, но мы будем подгонять их вес более близкому, чтобы поближе было, да. То есть Адамов чуть скинет, там килограммчика 2-3, и Уваровский Алексей, у них тоже уровень подготовки идет серьезный. Да, очень серьезная подготовка. У них сейчас лагерь хороший, да, вот тренера, очень такие тоже опытные ребята, мастера спорта, да, у них свои клубы, уже очень так серьезно подошли к этому. У них бой пройдет 3 раунда по 2 минуты, без шлема, без майки, и перчатки будет 14 унций. Это чуть больше. И для безопасности мы сделали специально для них перчатки. И более того, у них еще будет специальный пояс разыгрываться. Чемпионский. Да, сейчас мы буквально вчера мы общались, обговаривали по дизайну, как он будет вообще проходить. И специальный пояс будет изготавливать компания «Аврора Сибири». Глядишь, им там прямо понравится, втянутся, и через год они выйдут уже на профессиональный ринг. Кто знает. Михаил, теперь вопрос к вам. Для вас ринг вызова Севера, не в новинку, да? В прошлом году вы выиграли пояс стран Содружества, в этом году у вас на кону пояс чемпиона Азии. Как у вас проходит подготовка и какие вы эмоции испытываете перед предстоящим? Всем добрый вечер. Тренировка проходит отлично. И мы к этому поясу шли целый год. Сейчас мы уже закончили первый этап тренировки. То есть, получается, набрали объем физики, выносливость. Сейчас идут восстановительные процедуры. И после этого уже спарринг-сессии будут. Эмоции волнительно, но настраиваемся и покажем хороший бокс. А тренируетесь вы на базе клуба «Панчер»? На базе клуба «Панчера». И хорошо, что там классные там тренера по физподготовке. Мой основной тренер. У нас даже есть свой массажист, и из-за этого хорошо. А чемпионат России как проходил? Пояс чемпиона России? Да, в этом году уже был, да? В Чукотке. Если честно сказать, было трудно.
что-то получалось, что-то не получалось, да, ну, еле как раздельно выиграли. Потом с Василием Михайловичем обсудили насчет этого, да, поговорили, и Василий Михайлович назначил мне диетолога, и с ней мы плотно уже работаем. И То уже есть- другие ощущения уже сейчас. То есть для подготовки к, ну, вот, профессиональному вечеру там прямо все аспекты важны, начиная от Прям- питания и заканчивая массажистами, да? Ага, да, мелочь. Если прям чуть-чуть что-нибудь упустишь, уже это не то будет. Мгм. Василий, вопрос к вам. Какова роль Федерации бокса в организации вот таких мероприятий, как «Вызов Севера»? Ну, если взять «Вызов Севера», это в организации присутствует Федерация бокса Якутии, окружная администрация города, Центр спортивной подготовки, промоторская компания «Сахопрофбокс» и многие другие. То есть тут работает огромная команда. И наша задача предоставить все условия, в первую очередь для наших бойцов, для наших спортсменов, для гостей, для представителей, для приезжих и, конечно же, для наших зрителей. И мы хотим, чтобы все получили незабываемые эмоции, положительные, от побед наших бойцов, которые представляют нашу республику. А в прошлом году в вечере бокса вы же тоже принимали участие, да? Да. В том году, да, я боксировал, сам завершил свою спортивную карьеру и начинал из Якутии и завершил именно здесь, в республике. У меня вот была такая принципиальная позиция. Мгм. Ну, теперь перешли на другую сторону ринга, Да, получается, да? Мгм. И сейчас у меня задача стоит, чтобы поддержать наших ребят. Те ребята, которые сейчас будут боксировать, это мои все друзья. Мгм. Мы всегда были с детства, вот с Михаилом, он 93-го года, я 93-го года, мы вместе росли, мы вместе стояли в парах, даже вместе где-то боксировали. Мгм. И вот такая задача и моя миссия, чтобы пацанов наших поддерживать и своих друзей. А тренерской деятельностью сейчас не занимаетесь? Тренерской деятельности нет, так как у меня старший брат родной, он уже является тренером, заслуженным тренером Якутии, и долгое время меня тренировал. Я Мгм. думаю, что в одной семье одного тренера хватит. Ясненько. Николай, тогда вот по организации вечера профессионального бокса обычно, ну, как бы основной изюминкой всегда, вот если смотреть по телевизору, например, такие вот профессиональные бои, как UFC, там всегда зажигалкой является ринг-анонсер. В этом году кто будет у нас ринг-анонсером? Да, ну, ринг-анонсер у нас будет довольно-таки опытный, наш хороший знакомый ринг-анонсер Николай Лукинский. Он уже, как говорится, наш бренд, первый, второй, ну и третий вот, Николай проводит. Ну, Николай вообще он сейчас является голосом даже ММА Ахмат. Довольно-таки крупные международные старты, турниры. Голос анонсера вот всегда как бы захватывающий, так, как сказать, довольно, от ринга анонсера очень много зависит, да. Вот из-за этого у нас как бы Николай Лукинский, думаю, в этом году не подведет тоже с голосом. То есть, как по традиции, получается, он приезжает к нам Да, третий раз. Да, уже третий А вот раз. как промоутерская компания, вы не хотите, например, организовать, может быть, школу ринг-анонсеров, чтобы воспитать своих? Наверное, у нас немало звездочек можно найти. Да, у нас вообще в плане вот такая работа, в плане есть свой. Вообще Якутия, вот как бы промоутерская компания, она на Дальнем Востоке мы зарегистрировались. В прошлом году это мы были единственные. То есть на Дальнем Востоке у нас вот в Якутии появилась вот первая промоутерская компания. Да, у нас в плане есть свой ринг-анонсер. Тоже хотим подготовить своих судей, хотим подготовить. Это все в плане есть. В дальнейшем хотим все это реализовать и чтобы чтобы в Якутии, вот, в нашей республике должно быть свое, как бы, да, у нас позиция вот такая идет. Я думаю, что шансы-то у нас есть. Шансы есть, конечно, хорошие, есть ребята.
Николай, расскажите нам, пожалуйста, как вы оцениваете уровень подготовки боксеров, ну, например, в частности, в городе Якутске? Так-то школ бокса, в принципе, наверное, у нас хватает и по республике, и в городе. Вообще вот в Якутске, да, я сам тоже боксировал в 90-е годы, 2000-е начало. Вот сейчас вот с приходом нашего вот Евгения Николаевича, мэра, да, президента Федерации города Якутска, уровень вообще, ну, даже оснащенность, вот это все, база вот техническая, все вот это в разы поднялось. Уровень подготовки ребята тоже очень выигрывают чемпионаты республики, да, призеры чемпионы Дальнего Востока есть у нас. Есть ребята-призеры России. Ну, вот это все сказывается. И вот не зря мы вот 3 года назад начали вот это. Вообще вот история как... Вот, вообще 2, 3, 4 человека у нас как бы... Нас мало было. И вот сейчас вот расширились вот до такого уровня. Это называется развитие тоже в целом. И результаты, думаю, все равно будут хорошие. Ну и, в принципе, сейчас у нас как бы звезд именно по боксу, наверное, достаточно много, да, на кого можно равняться. И да, вот на Василия, да. и на Георгия Балакшина, да. Да. Петр Васильев тоже неплохие результаты показывал. Сколько будет вообще этих боев? Именно на вызове Севера? На вызове Севера по заявке у нас будет 6 пар. 6 пар — это 12 ребят. Будут 2 иностранца. К сожалению, у нас сегодня вот новость. Один у нас на 50 килограмм соперник Михаила Прокопьева получил травму руки. Вот, Замену такой, да, замены подыскиваем. Ну, бывает такое, это спорт, все занимаются, все тренируются, никто не застрахован. Ну, ничего страшного, есть время. Василий, а как вы оцениваете перспективы у бокса ну, вообще вот, ну, ваши советы, наверное, да, для начинающих боксеров, и с какого возраста лучше вообще заниматься боксом, чтобы, ну, достичь каких-то успехов в этом поприще? Ну, советы, это в первую очередь надо трудиться с малых лет. Я считаю, что с 5-6 класса как раз самое оптимальное время, когда уже можно заниматься боксом, потому что бокс — это все равно жесткий вид спорта. И как раз в подростковом возрасте, когда ребенок уже начинает уже понимать вообще, что такое жизнь, да, что такое спорт, и как раз бокс, как раз это время, вот 12-11 лет. Я сам начал заниматься с 12 лет. Что касается наших парней, наших пацанов, которые сейчас представляют нашу республику, и не только республика, но и нашу Российскую Федерацию. Это у нас Павел Васильев есть, призер чемпионата России по молодежи и среди взрослых. Также есть другие ребята, которые бы стали в этом году призерами чемпионата России среди молодежи. Ну и по профессиональному боксу у нас есть свои чемпионы. Это чемпион России. Также у нас в этом году есть возможность вот стать чемпионом Азии и чемпионом России. И именно вот такие соревнования, такие турниры, как «Вызов Севера», они способствуют, чтобы наших ребят в дальнейшем продвигать. Я как вижу, как я сам боксировал на ИБА, это Международная ассоциация бокса, которую возглавляет Умар Назарович Кремлев. В случае, если наши ребята выигрывают свои титул чемпиона России, Азии, да, и у нас уже будет козырь, ну, у нас будет уже, будет возможность ребят наших, вот Мишу и Назара, уже в следующем году, чтобы они отбоксировали на ИБА. ИБА — это масштабное соревнование, масштабный турнир, где приезжают лучшие боксеры к нам в Россию боксировать. И это показывается по федеральному каналу, по Матч ТВ. И за счет этих турниров, как «Вызов Севера», и у нас могут потом появиться дальнейшие наши звезды.
звезд не только республиканского уровня, но и российского, и мирового. Уважаемые телезрители и радиослушатели, мы буквально через несколько секунд прервемся на рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Сегодня наша передача посвящена вечеру профессионального бокса «Вызов Севера», который пройдет у нас в городе 6 декабря. Оставайтесь с нами. Уважаемые радиослушатели и телезрители, я напоминаю, что в эфире передача «Якутск сегодня», и наша передача сегодня посвящена вечеру профессионального бокса «Вызов Севера», который пройдет у нас 6 декабря в Центре спортивной подготовки «Триумф». У нас в гостях организаторы и претендент на название чемпиона Азии Михаил Варламов, Василий Егоров и Николай Дьячковский. Это у нас представители со стороны организации. До ухода на рекламную паузу мы говорили о том, что про уровень подготовки наших якутских боксеров, в частности, в городе Якутске и по всей Якутии. Вопрос к Михаилу. Какие советы вы могли бы дать начинающим боксерам? В первую очередь дисциплина, постоянство, чтобы никогда не сдавались, слушались тренера, уважали старших. Главное дисциплина и постоянство, и чтобы желание было тренироваться. А вы во сколько лет начали тренироваться боксом? Как Вася, тоже с 12 лет. А до 12 лет никаким спортом не занимались? Мама заставляет танцами заниматься. Ничего себе. Потом танцы, получается, на ринге у вас. Так же можно назвать. С одной стороны, если посмотреть, это уже плюсом стало, наоборот, когда уже я боксом стал заниматься, там, уже быстро схватывал, там на координации работы. И так, мне тут сообщает режиссер о том, что поступил звонок в студию. Пожалуйста, вы в эфире. Алло. Да, добрый вечер. Здорово, Өтөгенін. Наңа халастан өребі. Әбірі лептен оғынjar өребі. Әтті о хаста оғынjar. Бұнда бұл тәтем хақара жетаден, хақара жетаден. Хақалығы пүкіп оларын хашығой болуыты. Онда ты башаттан икемет, айтал жақанап кен оғанда үтті. Туғы күндарай. Онда Петр Егоров кімнен кейсірей. Кейсер кетіп ұғылақ бұтта. Я, бітті. Мақтал вопрос кутугар. Айтат далаканап білген мәғаңсқа бар. Дейді дугар, оны бұл хатурдағы да кәпсті әжіп бұд қараға жартына жыр. Оны білген өсіде кейсер бұланнақ. Кені бәті тоғын әтті Аллах, отут сағыны толылық өлеген мен әдірден көріп. Дальше кейсен әп, онтон Петр Егоров бәті білген Санкт-Петербурга бар, бейвал хамандығыр. Онына кені бәті жартынар, онына жарықтыр. Кені онына бұл Вызов Севера кәлектақ, ақсыны бәс шығыдар кәлер, оны Михаил Варламовтың кені бой көтіқсақтақ тренер бұйдың. Өлеген Петр Егоров бар, Хевеске бар, онына кенеттен хеммир білдерін күрдік, бұл Вызов Севера бастығы тәрелерге ұлақан үләні ғып бәтін түтті. Оны кені профессиональный боксаға издуғаттан ұлыс күшке дені ғыджар. Тоже боксер из якутян, на которого можно равняться, это Петр Егоров, тоже можно его считать. Да. Ага. Михаил, вот скажите, пожалуйста, вот в прошлом году тоже выступали и вообще как бы на многих чемпионатах по профессиональному боксу выступаете. Вот какова роль зрителей на таких мероприятиях? Вот поддержка важна ли для боксирующего, для спортсмена, как для вас? Поддержка, конечно, нужна, тем более в родных стенах, или вообще не только в родных. В общем, поддержка тоже нужна, я думаю. Какую-то моральную силу дают, да? Можно так сказать.
Я вот, например, творчеством занимаюсь, да, то есть я там пишу, и, например, для меня иногда бывает, что отдельные шумы, там, как разговоры, допустим, да, мне мешают. То есть выкрикивание там вашего имени, это наоборот вас заводит, да? Ну, где-то адреналин, но если я на ринг выхожу, там особо это не замечаю. Полная концентрация именно в бое. Ясно. И какие у вас планы на будущее? Вот после боя 6 декабря, вот вызов Севера, вечер профессионального бокса. Дальше какие планы у вас? Ну, ни в коем случае не расслабляемся. Если все нормально будет уже, это уже будет ступенька, и двигаемся дальше. Ступенька к чему? Ну, дальше к боям, может, к какому-нибудь поясу. Чемпионы мира, скажи. Задача по максимуму. Можно даже с грамотным подходом можно стать чемпионом мира. Это вообще было бы очень круто. Василий, вот какие достижения Федерации бокса вы можете отметить за последний год? Ну, в этом году у нас проводился чемпионат России среди молодежи. Это проводилось в Краснодаре в мае месяце. И там 3 наших ребят, они стали призерами чемпионата. Это Павел Васильев стал 2-м, Руслан Никитин стал 2-м, и 3-е место занял Леон Никифоров. Они сейчас входят в состав сборной команды России. Также Назар Андреев, который будет боксировать в соглавном бою, он также является членом сборной команды России. Ну и по профессиональному боксу у нас также и чемпион России есть, и чемпион стран Содружества. То есть у нас наша задача какая? Развивать не только любительский бокс, олимпийский, да, но и профессиональный, потому что у нас правило в мире есть, что по олимпийскому боксу можно боксировать и одновременно также боксировать по профессиональному боксу. И, грубо говоря, если ты сегодня побоксировал на Олимпиаде, там, да, и потом через 2 недели или через 3 недели ты можешь уже выступать на профессиональном ринге и стать чемпионом мира по профессионалу. А вот насколько вот разница, допустим, я, оказывается, этого даже не знала, да, вот олимпийское боксирование, да, и профессиональное боксирование, в чем разница? Это абсолютно другие виды спорта, можно сказать, потому что по любителям, по олимпийскому боксу ты боксируешь 3 раунда по 3 минуты, но у тебя на соревнованиях 5 боев. То есть ты готовишься, и ты на протяжении 2 недель ты держишь вес, ты проходишь разные испытания, это как могут быть травмы, да, можешь не уснуть, и на следующий день выходить и провести 1 бой. У тебя будет таких 5 боев. А по профессиональному боксу ты готовишься, и у тебя 1 бой, но у тебя не 3 раунда, а у тебя может быть 6, 8, 10, 12 раундов. У тебя подготовка другая. Если судить по себе, по любителям, по олимпийскому боксу, когда я готовился, мы, допустим, стояли в парах 10 раундов. Из них там 2-3 раунда вольного боя, то есть максимально боксируешь. А по профессионалам там такого нет. Ты приходишь на тренировку, у тебя стоит задача 10 раундов, и ты 10 раундов боксируешь вольно. Там другая совсем подготовка. Даже вот на последних боях, которые я боксировал по профессионалам, я там готовился на 10 раундов, но у меня тренировка была 3 часа. 20 раундов я проводил тренировки. Но по олимпийскому боксу 1,5 часа тренировка, а по профессиональному 3 часа. Ну да. То есть нужно готовиться 1 раз, чтобы выложиться в 1 вечер, либо же ты себя так настраиваешь, что ничего себе. Николай, ну и, наверное, самый главный вопрос, который интересует наших радио и телезрителей. Где можно приобрести билеты, есть ли они уже в продаже, сколько они стоят? Билеты у нас вот буквально в понедельник вечером вышли на продажу. На ЕКТ афише можете приобрести билеты. У нас ценовая политика 4 суммы, да, вот, например, 500 рублей, 4000, 5, 8 и 10 тысяч. То есть на первых рядах чуть будет дороже. А какие-то скидки для, социальные скидки или там для участников СВО, там что-нибудь такое предусмотрено? Да, предусмотрено. Мы в прошлом году тоже вот подготовили билеты. Это бесплатные билеты, получается. Нашим ветеранам бокса, нашим участникам специальной военной операции, да, и
билеты учащимся, кто занимается боксом наших ДЮСШ города Якутска. А в скольких вот ДЮСШ нашего города у нас, насколько я знаю, 10 детских спортивных юношеских школ. Из них в скольких есть секции по боксу? Секции бокса, ну, у нас флагман ДЮСШ-1 идет, секция бокса, вот, там очень давно уже занимается. ДЮСШ-9 тоже специализируется сейчас очень. ДЮСШ-5, вот Петров Николай у нас тренер там. И ДЮСШ-10, вот, который недавно открылся, там уже вот должен на днях выйти тоже тренер, Андрей Байбородин тоже раньше боксировал парень. Вот я, насколько помню, в первый год, в позапрошлом году, получается, когда впервые вечер профессионального бокса проводился, вот наших иностранных гостей одели, ну, в спецовку, да, ну, и потом там они и снег расчищали. Что-то в этом году, какая-то фишка предусмотрена для наших гостей? Ну, в этом году уже, в прошлом году у нас дорожники были, спецовки, позапрошлом тоже у нас работники ЖКХ, по-моему, вышли, да. Ну, в этом году как-нибудь уже, ну, такой фишки, ну, не планируется. Желательно оденем нормально, чтобы там без валенок. Ну, от погоды посмотрим тоже. Ну, так-то все равно зима уже наступает. Зима наступает. Может, ничего не наденем. Да. Ну, у нас в прошлом году африканцы были, они вот как-то первый снег впервые увидели и начали вот, мы когда водили вот их на площадь Орджоникидзе наш, да, они вот стояли и ногами вот так прыгали. То есть от они холода? были, нет, не от холода, а от шуршания снега. Да. Они вот снег ни разу, они никогда не ходили по снегу. Ну и такой вопрос, да, будет ли возможность для детей, вот именно для тех, кто занимается боксом в детских школах, да, наших спортивных, мастер-классы, может быть, от иностранных гостей или вот именитых боксеров, которые приедут и будут участвовать? Мастер-класс или хотя бы там, я не знаю, пофотографироваться? Ну да. В прошлом году у нас приезжал Денис Лебедев, это экс-чемпион мира тоже, да, WBO. Он, ну, такую хорошую фотосессию сделал, все бесплатно, как бы, да, можно прийти. Ну, у нас мастер-класс, ребята могут на открытой тренировку в этом году показать. Тоже вот ребята пускай подойдут. Ну, мы это все выложим, все узнают. Ну, в этом году с почетным гостем у нас пока работа ведется. Ну, идут переговоры, так скажем. Но это будем держать тайне. Ну, если бы приехал Марк Кремлев, это было бы просто вау, да? Василий, вот одним из, наверное, тоже как, ну как, это же все равно шоу, да? Самым главным, наверное, тоже является проведение битвы взглядов. В прошлом году, например, это было в Орасан-Молл, по-моему, если мне память не изменяет. В этом году примерная площадка проведения, ну, потому что все-таки увидеть именитых боксеров, тем более иностранных боксеров, для наших горожан, наверное, это было бы очень интересно. Да, вы абсолютно верно сказали, это профессиональный бокс, это все равно шоу, это бизнес, это большой бизнес по всему миру. И у нас будет медиавзвешивание, мы сделаем там шоу, у нас будет хорошая площадка, и куда могут все прийти, абсолютно вход будет свободный, и сделаем что-то новое, что-то интересное. Ну, пока, наверное, правильно будет не раскрывать все тайны, да, и надо просто следить, надо прийти и потом уже приходить на бои. Но медиавзвешивание будет у нас. У нас будет потом официальное взвешивание, официальная пресс-конференция еще будет до боя, и будет еще открытая тренировка. Это с участием участником главного боя и представитель Таиланда, то есть который будет с Михаилом Варламовым боксировать, он приедет 2 числа. И вот он проведет свою тренировку.
Открытая тренировка, то есть любой желающий Да, может прийти. открытая тренировка — это посмотреть. также часть шоу, часть мероприятия, и где можно увидеть, как чемпионы, которые будут боксировать там 6-го, да, и посмотреть своими глазами тренировки их. И там бывает показывают свои фишечки, что они делают там в бою или там на тренировке. И это все равно считай как мастер-класс. Мгм. Прямая трансляция будет вечера профессионального бокса? Прямой трансляции не будет, надо просто приехать в Триумф и уже посмотреть Воочию. да, и поболеть за наших ребят в спортивном комплексе Триумф. Триумф у нас сколько человек вмещает? В трибуне 3000 человек, а у ринга уже где-то 350 человек. Соответственно, на трибунах будет один ценовой диапазон. Это 500 рублей. А у ринга, где можно посмотреть с близкого расстояния, там уже цены будут подороже. Почему мы делаем платный вход? Потому что это все равно бокс профессиональный, все равно это как если идет, все равно популяризация в первую очередь. Ну и, конечно же, за счет профессионального бокса ребята, они зарабатывают деньги. Ну и плюс, наверное, организационные расходы. Да, организационные расходы все равно это много уходит. Поэтому поддержать профессиональный бокс, поддержать профессиональных спортсменов, наших боксеров. Ну и, соответственно, купить билеты и прийти 6 декабря. А как в медиа-акции, например, будет розыгрыш билетов или что-нибудь подобное? Нет, розыгрыша не будет у нас. Просто, розыгрыш, конечно, у нас многие делают, да? Многие делают розыгрыши, но мы на это не рассчитываем, на розыгрыш. Ну, то есть для того, чтобы ощутить весь пыл, жар, накал и увидеть, как боксируют ребята, только вживую, воочию. Да, это же будет не только бои, это будет шоу. Мы сделаем в этом году абсолютно другое уровня шоу. А это мы покажем 6 декабря. Ну и тогда, резюмируя, у нас тогда будут чемпион Таиланда. Это вот за пояс чемпиона Азии вместе с Михаилом Варламовым, да, выходит. И иностранный гость откуда? Из Исламской Республики Иран у нас гость. Боксер будет, спортсмен. И ребята с боксерского такого города Челябинска, Миас город. Это он будет оспаривать за титул чемпиона России. И города Москвы тоже парень крепкий будет. Такие с положительным рекордом. Ребята тоже в профессиональном боксе давно уже. Ну, я очень сильно надеюсь на то, что как бы уровень вечера профессионального бокса с каждым годом растет. В этом году у нас на кону не только пояс чемпиона России, но и пояс чемпиона Азии. Я вам желаю, Михаил, успехов. Будем держать за вас кулаки. Вот, и уровень шоу, значит, у нас тоже поднимется. Уважаемые радиослушатели и телезрители, я вам напоминаю о том, что вечер профессионального бокса пройдет 6 декабря в Центре спортивной подготовки «Триумф». Билеты вы можете приобрести на платформе сайта Афиша ЕКТ. Ценовая политика самая разная. Спасибо, что вы были с нами. До следующих встреч в эфире.